В зеленой зоне мы уже попадаем даже практически в 1/3 всех людей, которые претендуют на дроп. Вот это тот самый месяц июнь, для того, чтобы вы захватили июнь, июль и август. То есть все, что вам необходимо, да, это такие базовые метрики, из которых вы должны понять, что вам стоит сделать минимально в месяце июня. И сейчас на них объем порядка 4-6 тысяч долларов в среднем. Друзья, всем большой привет! На связи, как всегда, я, Дмитрий Самсонов, неизменный автор данного YouTube канала. Рад вас видеть в этом видеоролике, и сегодня он посвящен теме, как обычно, ретро-дропов, а именно Layer Zero. На этом примере и на примере пыльных своих аккаунтов я наглядно покажу и затрону те факторы, которые будут влиять на то, чтобы получить дроп. Если ты не хочешь, чтобы твои аккаунты побрили, то слушай меня внимательно, здесь я расскажу много интересного и полезного. Ну а прежде чем мы, друзья, начнем мой видеоролик, хочу сказать, что этот ролик выходит сразу после ролика, который идет за этим. Он еще не выпущен, но в нем есть одна очень интересная штука. Там я разыгрываю 160 долларов за 10 рандомных комментариев, и 3 комментария я выбираю лично и награждаю их по 20 долларов. Суть максимально простая. После просмотра данного видеоролика переходите туда, ссылку на него я оставлю в описании. Просматривайте этот ролик до конца, пишите в нем тематические комментарии, и может вы выиграете этот небольшой приз. Такие плюшки будут еще неоднократно, поэтому заранее подписывайся на мой YouTube канал, ставь колокольчик, и мы не будем затягивать, друзья. Начинаем, погнали! Итак, друзья, начнем с того, что, скорее всего, этот видеоролик смотрят те ребята, которые на период середины месяца июня, да, первого месяца лета, еще не знают, что такое ретро-дропы, возможно, сомневаются, стоит ли их делать, не поздно ли и так далее. В своем телеграм-канале я даю много полезностей, поэтому следите за ними, подписывайтесь на него, ссылка будет в описании. И также здесь есть ссылки на ролики в YouTube, которые выходят у меня и раскрывают всю эту тему. Поэтому, если вы не знаете, поздно или не поздно, советую вам посмотреть эти ролики на канале. Идем с вами дальше, друзья. И переходим сразу же к Дюне. Дюна — это сайт, на котором мы можем смотреть статистику. И сюда я загрузил свой кошелек. Он находится на 829,5 тысячи места из 2 миллионов, даже чуть больше. Сейчас мы поговорим, что вот здесь вот написано, почему он находится именно на этом месте. И сегодня поговорим наглядно уже, да, не как в прошлом ролике, его, кстати, я тоже оставлю вот здесь, закреплю. В этом ролике мы говорили об этих вещах, почему их важно делать, почему важно соблюдать эти метрики для того, чтобы нас не сбрили. И поговорим о стандартных параметрах уже более наглядно, для того, чтобы посмотреть, какие взаимодействия у нас происходят. И первое, для того, чтобы понять, что нам необходимо попасть в дроп, я считаю, минимум там 30-40% скорее всего отбреет. Для этого по любым показателям мы должны с вами входить в топ-50, в топ-50%. Для этого, если мы посмотрим, увидим, что одну транзакцию провело четверть человек, 5 транзакций еще четверть человек, уже половина, то есть половина людей, которые выполняли активности в Layer Zero, выполнили не более 5 транзакций. Поэтому, друзья, 10-19 транзакций — это тоже практически четверть, здесь у нас 6-9. То есть, соответственно, находясь у нас в зеленой зоне, мы уже попадаем даже практически в 1/3 всех людей, которые претендуют на дроп. А для этого нам нужно сделать 10-19 транзакций. Это как раз то количество транзакций, которое у меня будет сделано на пыльных аккаунтах. Пыльные аккаунты — это слабенькие, средние — это средние, и мейны — это главные. Так вот, по этому параметру на пыльных аккаунтах я делаю больше 10 транзакций, больше 20 транзакций на средних аккаунтах, и на главных аккаунтах я делаю больше 50 транзакций. Соответственно, таким образом, по всем этим параметрам, все аккаунты, которые я готовлю, у меня претендуют на дроп. Идем с вами дальше. Следующий показатель — активные месяца. Тут хочется остановиться поподробнее, потому что уже замечено, что сейчас после снижения рынка газ, цены, комиссию упали. Соответственно, на самом деле летом интерес всегда к крипторынку небольшой, потому что все отдыхают, никому не интересно это, да и в принципе он ничего динамичного в плане роста не показывает.
Но в плане ретроактивности, несмотря на снижение комиссий, толковые люди делают все наоборот. К чему я? К тому, что месяц июнь однозначно нужно успевать захватывать, даже если вы смотрите этот видеоролик, к примеру, в конце месяца, там 25-х, уже ближе к 30 числу. Обязательно вам стоит сделать анти-ФОМО, то есть такие аккаунты, которые будете понимать, что так или иначе вы там парочку транзакций сделали, активности какие-то поделали. Ну, если прям это уже совсем-совсем поздно, то есть вероятность, что хотя бы вот сейчас в последний вагон заскочу. Вот это тот самый месяц июнь, для того, чтобы вы захватили июнь, июль и август. И уже на момент, когда, к примеру, у нас в 4 квартале, либо осенью, будет происходить дроп Layer Zero, к примеру, вы бы входили в число людей, у которых активность больше 3 месяцев. Если вы сейчас посмотрите, у нас 3 месяца, и люди, кто активничает здесь гораздо больше, это по сути 1/3 от всего количества. А я вам напомню, да, что у нас 2 миллиона людей. И еще была у меня статистика, здесь я не знаю, ее не будет, наверное. Но на самом деле, как я думаю, вы даже с этой диаграммы понимаете, что большое количество пользователей, практически половину, присоединились в мае. Что будет летом? Поэтому, друзья, я считаю, что стоит поактивничать. И, к примеру, если вы захватите месяц июнь, то у вас есть большая вероятность все-таки получить еще дроп. Потому что сентябрь-октябрь, там плюс-минус 5 месяцев. Поймите, что большинство людей, которые сделали вот здесь вот активности в прошлом месяце, это половина пользователей, минимум половину отсекайте, они уйдут, они не сделают и 2, и даже там 3 месяца сделает максимум там 1/3 от этого количества людей. Сейчас объясню почему и как складывается эта статистика. Давайте сразу же, да. К примеру, у меня кошелек, пыльный кошелек, который я заводил, готовя вам полезные ролики. Он был сделан у нас 31 мая. И уже сейчас, сделав активность 31 мая и активности в начале июня, я захватил уже 2 месяца. 2 месяца, 2 недели, 3 активных дня. К показателям к этим вернемся, но что я хочу сказать, что таких людей будет немного. То есть мне достаточно будет делать транзакции, и как минимум уже 4 месяца к сентябрю я захвачу, и это очень здорово. Поэтому рекомендую обратить на это внимание и делать активности, если вы еще не начали. Идем дальше. Следующее все-таки, так как протокол мультичейн, я в первую очередь хочу задействовать такой параметр, как сети, а не объемы. И что мы посмотрим с вами? С одной сетью взаимодействовала 1/3 людей, только с одной сетью. С 2 сетями больше половины от всех активных кошельков. 3 сети уже получается у нас порядка 65%. И 35%, чуть больше трети, это 4 сети и больше. И я, соответственно, делая свои пыльные аккаунты, делаю минимум 3-4 активных сети. Если мы даже вот здесь посмотрим, то мы видим, что у меня сетей задействовано 6, даже больше на пыльном аккаунте. Соответственно, я вхожу вот в это вообще количество людей. То есть все, что вам необходимо, да, это такие базовые метрики, из которых вы должны понять, что вам стоит сделать минимально в месяце июня, там, выделив в зависимости от вашего бюджета какое-то количество аккаунтов, там, к примеру, 50 аккаунтов, сделайте минимум 10 транзакций, минимум 10 транзакций, повзаимодействуйте в течение этого месяца, сделайте 3-4 сети, и самое главное, переходим теперь к объему. Тоже посмотрим. Объем $100-500, меньше $100, то есть эти два параметра, меньше $500, это уже меньше половины. Соответственно, у меня на пыльных аккаунтах задача сделать до $1000 объем, и до 1000 у нас входит, получается, 500 1000 баксов, это у нас здесь получается порядка 55-62%. В принципе, практически 1/3 это 1000 и более. Мы сейчас поговорим о том, как это сделано. У меня на пыльных аккаунтах это практически $1000. Но я делаю там, у меня все, в принципе, там по 980, по 990. В течение еще этих 3 месяцев, когда я буду прогревать аккаунты, объем перевалит за 1000. В моих средних аккаунтах объем от 1000 до 10 тысяч. И сейчас на них объем порядка $4-6 тысяч в среднем. И на самых главных аккаунтах объем свыше 10 тысяч
Сейчас уже порядка там 12-14, но в течение лета, опять же, этот объем перевалит за 20-30 тысяч, думаю так. Вот, исходя из этой таблицы, я думаю, я дал вам основные параметры, на которые вам стоит опираться, которые стоит сделать для того, чтобы ваш аккаунт не сбрили. Это базовые вещи, которые должен понять новичок. Если, соответственно, хотите углубиться в понимание этих вещей, рекомендую, да, посмотреть вот этот видеоролик, который набрал уже практически 2000 просмотров. В нем очень много интересностей, полезностей я вам оставил. Также хочется сделать упор на том, что в нашем сообществе Crypto Kitchen Community мы уже давно делаем эти активности. И потихоньку, постепенно, я не могу вам выкатывать все инструкции, которые есть в закрытом доступе, потому что люди платили за них деньги. Вот. И, соответственно, я говорил о том, что постепенно сейчас, выполняя там активности и затрагивая тему, не поздно ли это делать, вообще, в принципе, ретроактивности, что мы, делая, к примеру, Layer Zero, захватываем сейчас еще что-то. И отличная инструкция в ближайшее время выйдет для вас, для тех, кто уже начал делать базовые аккаунты по L0. Соответственно, я говорил, что можно в чатах, уже отвечаю на вопросы, что можно делать первые транзакции в ZK Sync. И вот сейчас я делаю большой упор на проект Polyhedra. По нему в ближайшее время я сделаю для вас инструкцию, расскажу пошагово, что сделать, как, прогревая свои кошельки L0, мы можем претендовать на дроп в этом проекте. Поэтому, если вам эта тема интересна, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях, чтобы я понимал, что вы ждете взор по Polyhedra. И в ближайшее время также, после того, как у нас ребята в чатике закончат делать ZK Sync, и все разберутся с вопросами, я эти инструкции выкачу в свободный доступ. Эти инструкции будут уже пошагово настолько расписаны, то есть эти инструкции, которые я пишу для вас, они обкатаны на людях, которые новички, которые знакомятся с этим и делают эти активности. Поэтому, друзья, на этом, в принципе, видеоролик подошел к концу. Подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, подписывайтесь на наш канал Crypto Kitchen Media. Сейчас не так много здесь, как видите, там с конца мая мы не выкладываем какие-либо посты, но в ближайшее время изменится, как только наш человечек в команде выздоровеет и снова будет выкатывать для вас много интересных новостей, много всяких разных полезностей, поэтому обязательно подписывайтесь, все ссылки в описании. Ну и также хочется рассказать вам про Crypto Kitchen Trade, это канал, на котором мы торгуем. У нас за 4 месяца много положительных сделок. Приходите, ознакомьтесь с этим. В принципе, мы даем достаточно обширное и легкое понимание рынка для того, чтобы у вас получалось торговать. Ну и торговать вы можете по ссылкам в описании на бирже Bybit и на бирже OKX. В принципе, на этом ролик подошел к концу. Благодарю за просмотр. Увидимся в новых полезных видеороликах. До скорого, друзья. Пока-пока.